Переходим к рассмотрению ходатайства. Слово для доклада предоставляется судье Джолдошевой Элнаре Четкалбековне. Пожалуйста. Уважаемые судьи, уважаемые участники процесса, в Конституционный суд Кыргызской Республики 6 июля 2022 года поступило обращение Султана Алиева, Усинбаева, представляющих интересы Дот Алиевой, о проверке соответствия пункта 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, далее УПК, части 1 статьи 61, части 4 статьи 100, части 1 статьи 101 Конституции. Как следует из ходатайства, старшим следователем Управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Министерства внутренних дел Кыргызской Республики Мусаевым 13 сентября 2016 года вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Дот Алиевой за отсутствием в ее действиях состава преступления, предусмотренного частям 1, 2, 4 статьи 166 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции от 1 октября 1997 года. Потерпевший по данному делу Бекбоев обратился в Первомайский районный суд города Бишкек с жалобой на постановление следователя о прекращении уголовного дела. Суд, рассмотрев жалобу, пришел к выводу, что данное постановление принято в соответствии с требованиями УПК и оснований для его отмены не имеется. В последующем Бишкекским городским судом и Верховным судом Кыргызской Республики указанное решение Первомайского районного суда оставлено в силе. Заявители считают, что законность постановления о прекращении уголовного дела в отношении Дот Алиевой была закреплена решениями всех трех судебных инстанций. Дальнейшее возобновление следствия и проведение необходимых следственных действий в рамках данного уголовного дела могло быть возможным лишь в случае отмены вышеуказанных судебных решений. То есть любые действия по возобновлению и дальнейшему расследованию уголовного дела противоречат части 4 статьи 100 и части 1 статьи 101 Конституции, устанавливающих, что отмена, изменение или приостановление судебного решения осуществляется судом в установленном законом порядке. Вступившие в законную силу решения судов Кыргызской Республики обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц, общественных объединений, должностных и физических лиц и подлежат исполнению на всей территории республики. Однако, как отмечает автор обращения, несмотря на наличие неотмененных судебных решений о законности прекращения уголовного дела, органами прокуратуры вынесен ряд необоснованных и незаконных процессуальных решений по возобновлению следствия, и при этом исследовались события и факты, по которым действиям Дот Алиевой уже была дана юридическая оценка в ходе следствия, что нашло свое отражение и в обозначенных выше судебных решениях. Султан Алиев и Усинбаев утверждают, что возобновление прокуратуры и следствия в отношении Дот Алиевой привели к тому, что события 12-летней давности вновь стали предметом судебного разбирательства. Это стало возможным ввиду наличия у прокурора в силу оспариваемых норм УПК полномочия отменять незаконные и необоснованные решения следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора и возобновлять производство по прекращенному делу. По мнению заявителей, произвольное многократное возобновление прекращенного уголовного дела при наличии неотмененных судебных решений, признавших законность его прекращения, создает для Дот Алиевой постоянную угрозу необоснованного и незаконного уголовного преследования и тем самым нарушает ее конституционное право на судебную защиту, гарантированное частью 1 статьи 61 Конституции. С учетом изложенного, субъекты обращения просят признать пункт 11 части 1 статьи 35, части 1 статьи 260 УПК противоречащими части 1 статьи 61, части 4 статьи 100, части 1 статьи 101 Конституции в той мере, в какой не регламентирует процедуру отмены прокурором решений следователя, руководителя следственного подразделения, нижестоящего прокурора о прекращении уголовного дела и о его возобновлении при наличии неотмененных судебных актов, признавших законность и обоснованность решений следователя. Постановлением Конституционного суда Кыргызской Республики 11 января 2023 года данное обращение было принято к производству. В ходе проведения подготовки дела к судебному заседанию стороной ответчиком были признаны Джоур Кенеш Кыргызской Республики, в
качестве третьих лиц признана администрация президента Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура Кыргызской Республики, Министерство юстиции и Министерство внутренних дел Кыргызской Республики. На данный момент со стороны судьи-докладчика выполнены все процессуальные действия в рамках конституционного судопроизводства, по результатам которых дело готово к рассмотрению Конституционным судом. Спасибо. Уважаемые коллеги, есть вопрос к Лунаре Чатхалбековне?